Хлопзея квахатарскух телехопшра. Взяла обед апсу телехопшра, а студиях. Ария интеллектуал проекту Ярбан Яба Янба Захзу. Ахшит рокоргуб копшба, милат культуре, а турыхи, а милат дырри, а фольклоре, а цаской, а кябыской, рдырраджи яхейт слабло. А проект апцо подунезик пи апсуа база от Конгресса Бзаурала. Ярах укус ямоп апсуа база жларкуар культуры ирцаской рарчарей рейкурхаре. Ярбан Яба Янба, аша кугыла шахакыла ария проекта юныцка япцоп, апсны раб хазакна ягимёп гахойт. Аслан и саряхзы уи хахяхтаку хымпада гуахвараду. Харадаман дасбук шахатуб улапшха зырт пава ухши пызчва хадыра тара амёпкара хазчлым хауб. Яраубриам тазги хаптак хукраду ацуб. Избан агзар раб хакапи хахмар рашим япысва ябзороп, а проект апхакапи апепшки. Яраубаса губ квахаркан пи раб хаза акна хаяйра гана, а телехопшат дыра тара аторых яналойт. Самое время рассказать об участниках нашей игры. Сегодня в студии состязаются 4 команды интеллектуального творческого клуба «Дюна». Усилиями его участников в Абхазии набрали обороты и стали популярными чемпионаты по интеллектуальным играм «Что, где, когда», «Брейнринг», «Своя игра». Президент клуба «Дюна» Ася Санасян. Здесь на игре она является председателем комиссии по подсчету баллов, набранных по принципу «один правильный ответ, 1 балл». А также участвовать в работе комиссии будет Аляс Айба, ответственный секретарь Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Спасибо вам за участие. Поаплодируем им. Я думаю, что самое время представить наши команды. За зеленым столом команда «Агенты Тео». За красным столом команда «Хьюстон». За серым столом команда «Когда Давид». И, соответственно, за белым столом играет команда «Белые воротнички». Предлагаю капитанам команд лично представить каждого участника. Капитан «Агенты Тео» Алиса Пачалия. Здравствуйте! В нашей команде играет Леон Ломия, Айнар Хварцке, Елена Хипа и Саид Аршпа. Желаем всем участникам команд удачи! Слово дается капитану команды «Когда Давид» Начкебия Анри. Добрый вечер! В команде «Когда Давид» Аршпа Аслан, Асланзе Аслан, Юрий Ракша и Беслан Асланзе. Капитан команды «Хьюстон» Саид Тыркба. Здравствуйте. Участники нашей команды Астан Габуня, Лаура Таня, Салима Джикерба и Умер Таркил. Капитан «Белых воротничков» Анжелика Вартикян. Добрый вечер. Саид Сабеке, Саламе Габелия, Тараш Хутаба и Анзор Ско. Всем удачи! Уважаемым игрокам интеллектуального клуба предстоит ответить на 25 вопросов, разбитых на 6 тематических раундов, один из которых состоит из видео-вопросов, записанных и присланных от наших соотечественников из зарубежных диаспор Турции, Иордании, России, Сирии, Египта, а также раунд с вопросами, присланными из Карачаева-Черкесии от наших братьев Абазин. И именно в этом раунде прозвучит вопрос от председателя Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусы Хабалевича Игзекова. Расскажем о принципе игры. Командам отводится 1 минута на обсуждение ответа, который вписывается в специальные бланки для регистрации ответов. До озвучивания правильного ответа эти бланки собираются с игровых столов и передаются в комиссию по подсчету баллов. Далее озвучивается верный ответ и аннотация к нему, раскрывающая тематику и этимологию происхождения вопроса. Аманда, и самое главное, приз турнира, созданный по авторскому дизайну, переходящий кубок Ярбан Яба Янба и сертификат на участие в международном турнире «Что, где, когда», готовящемуся к проведению в Российской Федерации. Не менее приятный подарок ждет и другие 3 команды-участниц. Для них будет организована коллективная тематическая поездка в недавно открывшийся в Абхазии этнографический парк. Прекрасные призы, все они сохраняют тематику данного проекта. Браво авторам и разработчикам формата. Аслан, мы рассказали об основных вводных нашего проекта. Я думаю, что пора начинать.
Пожелаем командам вдохновения и удачи, и пускай победит сильнейший. Мямш! Первый раунд состоит из 4 несложных вопросов с вариантами ответов к ним по принципу тестовой системы. Для общего разогрева команда авторы проекта сделали эти вопросы легкими. Но, уважаемые игроки, не думайте, что впереди все будет так же просто. Вопрос первый. Именно в эти годы стали олимпийскими чемпионами наши соотечественники. Боксер Мурат Храчев, борец Денис Царгуш и метательница копья Саида Гунба. У команд ровно 1 минута, чтобы определить правильный вариант ответа в порядке возрастания дат. Варианты вы можете увидеть на экране. Минута пошла. Время обсуждения подошло к концу, ну а наш юный помощник Шамиль Агума соберет бланки с ответами и передаст их комиссии. Просим капитанов команд озвучить результаты коллективного обсуждения. Слово предоставляется зеленому столу. Наша команда выбрала первый вариант А. Слово предоставляется красному столу. Наш ответ вариант А. Слово передаем белому столу. Вариант А. Серый стол, ваша очередь. Вариант А. Итак, правильный ответ вариант А. 1980 год Саида Гунба, 2004 Мурат Храчев, 2012 Денис Царгуш. Правильный ответ дали все 4 команды. Спасибо командам за хорошее начало нашего шоу. Это было очень здорово. Победу разделили все команды между собой. Браво! И как мы и обещали, аннотация к ответу. Мастер спорта международного класса, чемпионка СССР по легкой атлетике, победительница женского полуфинала Кубка Европы и турнира звезд в Японии. Метательница копья Саида Гунба приняла участие в 12-х летних Олимпийских играх, состоявшихся в Москве в 1980 году, и стала серебряным призером. Саида Гунба была санинструктором во время Отечественной войны народа Абхазии. За мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества, награждена медалью за отвагу. В 2004 году награждена орденом Ахтзапша 3-й степени за заслуги в развитии спорта в Абхазии. В ноябре 2018 года после длительной болезни ушла из жизни в возрасте 59 лет. Мастер спорта международного класса, двукратный чемпион России, двукратный победитель первенства Европы, чемпион Европы, серебряный призер первенства мира. Абазинский боксер Мурат Храчев завоевал бронзовую медаль в 2004 году на летних Олимпийских играх в Афинах. В 2015 году назначен вице-президентом Федерации бокса Карачаево-Черкесской Республики. Заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России, абхазский борец вольного стиля Денис Царгуш в 2012 году на 30-х летних Олимпийских играх завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 74 килограмм. В июле 2020 года Денис Царгуш избран президентом Федерации вольной и греко-римской борьбы Абхазии. Итак, внимание, следующий вопрос. В 1918 году он и его революционный отряд был окружен белогвардейцами в абазинском ауле Шахгиреевском. Командовал белогвардейцами генерал Ляхов, который требовал его немедленной выдачи. Навстречу генералу вышел преклонного возраста житель аула Агрба Канамат, дворянин, полковник царской армии. Агрба заявил генералу: «Находящиеся в ауле люди – мои гости, и он их не выдаст». После некоторых раздумий царская армия вынуждена была отступить. Внимание, вопрос.
Назовите абхазского политического деятеля, с которым произошла эта история. Минута пошла. Итак, время истекло. Команды сдают бланки с зафиксированными ответами. Просим капитана озвучить ответы команд. Слово предоставляется зеленому столу. Симон Басария. Слово дается красному столу. Нестор Лакоба. Белый стол, ваш ответ. Нестор Лакоба. Серый, ваш ответ. Нестор Лакоба. А теперь, внимание, правильный ответ. Данное событие произошло в 1918 году с абхазским революционером Нестором Лакоба. Итак, Правильный ответ дали команды красного стола, белого стола, серого стола. Поздравляем игроков с успехом! и аннотация к ответу. Когда в конце мая 1918 года Нестор Лакоба с отрядом керазовцев пришел в Кавказский хребет и находился в ауле Шахгиреевском, ныне аул Апсов, Карачаево-Черкесии. Община была окружена белогвардейским отрядом во главе с генералом Ляховым, который потребовал выдачи Нестора и его людей. Навстречу генералу вышел 80-летний седой как лунь Агарба Канамат. Дворянин, полковник царской армии, при оружии, при боевых орденах. Он резко заявил генералу: «Нестор и его люди – мои гости, и я их не выдам. А в случае, если ты попытаешься брать его силой, то будешь иметь дело со мной». Генерал вынужден был уйти ни с чем и снять осаду Саула. Интереснейшая история, скажу истинно, кавказское мужество. Но я думаю, что наши участники готовы к третьему вопросу первого раунда. Внимание, вопрос. На берегах именно этой реки, согласно повествованию великого нартского эпоса, мать всех нартов, Сатаней-Гуаща, встретила отца своего младшего сына Сосрыквы. Выводим на экран таблицу с вариантами ответов. Вариант А – Кубань, вариант Б – Лаба, С – Бзыбь, Д – Псыж. Минута пошла. Команды, время обсуждения истекло. Команды готовы сдать бланки с ответами. Просим капитана озвучить варианты ответов. Зеленый стол. Бзыбь. Красный стол. Вариант А. Кубань. Белый стол. Вариант А – Кубань. Серый стол. Река Кубань. Браво. Спасибо, команды, за ответ. Ну и правильный ответ – река Кубань. Поздравляем игроков. Правильные ответы дали команда красного стола, белого стола и серого стола. Как у абазин, так и у абхазов река Кубань называется Кубиной. Интересно, что в абхазских нартских сказаниях упоминаются всего две реки – Кубина и Бзыбь. Вот выдержка из книги «Приключения Нарта Сосрыквы и его 99 братьев». Вскочил пастух на ноги, озирается, громогласному окрику удивляется. Его ли зовут или просто слышится? Между тем вода в Кубани колышется. Кто-то там в Кубани купается, кто-то плещется, омывается. Для своих прогулок Сатаней-Гуаща выбирала долины рек Бзыпи и Кубины, особенно Кубины. Она стирала на берегах этих рек, когда это приходилось делать. Сатаней-Гуаща выходила обычно в долину Бзыпи, шла вверх до самого истока и через перевал направлялась к истоку Кубины. И тем же путем возвращалась она к верховьям реки Бзыбь, мимо озера Рица, к Черному морю.
Поднимаясь в горы или спускаясь в долину, она любила окунуться в холодную воду этого озера. Вапсны уже понимали, когда Сатани Гуаща купалась в Рице, от ногой купальщицы исходил свет, похожий на свет восходящего солнца. И жители уже знали, что Сатани Гуаща в воде хрустально чистой Рицы, и что скоро прибудет она на побережье. Случалось и так, что Сатани Гуаща пряла пряжу, прогуливаясь по долинам Бзыпи и Кубины. Отдыхая, она купалась в реках, и от нее постоянно исходил все тот же чудесный свет. Она сверкала без солнца и луны. Спасибо, Аманда. Очень поэтично прозвучали эти строки. Нардский эпос – это великое эпическое произведение, объединявшее исторической памятью весь Кавказ. И следующий вопрос о не менее масштабном явлении на Кавказе. Итак, внимание, 4-й вопрос. Какое из предложенных расположений горных кавказских вершин верно, согласно расстановке по высоте от самой высокой и самой малой? Внимание на экран. Минута пошла. Уважаемые игроки, время вышло. Мы готовы принять ваши бланки с ответами. Просим капитанов команд огласить ваши ответы. Зеленый стол, вам Вариант слово. Б. Красный стол. Вариант С. Белый стол. Вариант Б. Серый стол. Вариант Б. Итак, правильный ответ – вариант Б. Эльбрус 5642 метра, Дамбай-Ульген 4046 метров, Ирцаух 3683 метра, Псыш 3489 метров. Итак, ответами могут гордиться команды зеленых, белых и серых столов. Эльбрус – высочайшая вершина России. Она находится на Северном Кавказе, на границе между Кабардино-Балкарией и Карачаево-Черкесией. Эльбрус считается эталоном природной красоты и символом здорового образа жизни. Не так давно легендарная вершина стала лауреатом конкурса «7 чудес России». Существует почетный мировой рейтинг, который составило агентство «7 вершин». В него входят высочайшие горы с 6 частей света. В Европе лидирует Эльбрус, второе место занимает Монблан. Он отстает от своего кавказского конкурента на целых 832 метра. На самом деле, более чем масштабно прозвучал предыдущий вопрос, и он достойно завершил первый раунд. Спасибо командам за игру, а мы будем готовиться ко второму раунду. Итак, второй раунд состоит из 4 вопросов на логическое построение ответа. То есть у участников шоу будет возможность дойти до правильной версии логическим путем. Желаем логических озарений нашим игрокам. И начинаем. Внимание, вопрос. В произведении Фазилия Искандера автор писал: «Удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево». Абазинский богатырь Азнур-Лиев спокойно гнул пальцами гвозди, а также отрывал от земли не художественную, а вполне живую ее. Уважаемые знатоки, у вас будет минута на размышление, чтобы назвать ее. Минута пошла. Спасибо командам, время вышло, готовы принять ваши бланки с ответами. Команды, вам слово. Зеленый стол. Лошадь. Красный стол. Лошадь. Белый стол. Женщина. Серый стол. Река. Итак, правильный ответ – лошадь. И на этот вопрос ответили правильно команда зеленого и красного стола.
Отрывок о лошади по имени Кукла из произведения Фазилия Искандера «Лошадь дяди Кезыма». Она стала поворачивать голову, и я понял, что удержать ее так же невозможно, как остановить падающее дерево. Она перешла в галоп, замелькало что-то зеленое, ударил сумасшедший ветер, словно на этой скорости была совсем другая погода. А на фотографии вы видите 50-летнего Азнаура Лиева, поднимающего лошадь. По словам его односельчан, в молодости он спокойно поднимал лошадь вместе с седаком. К слову, однажды в роли седока оказался известный по тем временам силач Яхя Дохов. Азнур на среднем пальце крутил двухпудовую гирю, закручивал как тесто 200-миллиметровые гвозди, выпрямлял подкову, сгибал пальцами пополам 5-копеечную монету. Как-то Азнур наспор поднял 100-килограммовый мешок с комбикормом и перенес под мышкой на определенное расстояние. Выиграл мотоцикл с коляской. Те, кто не знал силача Лиева, могут подумать, что речь идет о человеке мощного телосложения с рельефной мускулатурой. Но нет, Азнур был худощав, высокого роста и никогда не весил более 80 килограммов. Вашему вниманию на экране свидетельство о рождении Азнура Лиева. Итак, я думаю, что команды готовы к следующему вопросу. Внимание! Второй вопрос второго раунда. Согласно данным профессора, члена Высшего совета ВААК Вячеслава Андреевича Чирикба, садзы в Турции называют себя именно так. Но вот жители одноименного абазинского аула именно так себя не называют. У игроков ровно 1 минута для того, чтобы назвать термин, скрывающийся за фразой «именно так». Время пошло. Уважаемые игроки, время обсуждения подошло к концу. Просим сдать комиссии бланки. Капитаны готовы озвучить ответы на вопрос. Абаза. Красный стол. Апсва. Белый стол. Апсо. Серый стол. Абаза. Спасибо за ваши ответы. А правильный ответ – Апсва. Верный ответ дали команды красного и белого столов. Вячеслав Чирикба в своей статье «Садский диалект абхазского языка и его говоры», которую посвятил своей садской бабушке и Заханым Дамеевны Мкялпха, пишет: как писал еще в первой половине XIX века немецкий автор Фридрих Боденштедт, лично побывавший у садзов на их родине. Как и остальные абхазы, садзы называли себя Апсуа, а свою страну Апсн. Ситуация эта сохраняется и поныне. Обе садские группы Халцис и Цвыджи имеют абхазское самосознание и самоназвание. Апсуа называется также абазинский аул в Адыге-Хабельском районе, Карачаево-Черкесия. Аул основан в 1861 году. Судьба шахгиреевцев и их нескольких аулов схожа с другими черкесскими и абазинскими аулами, находившимися в первой половине XIX века в зоне постоянных военных действий. Они все были разорены. В 1925 году аул Шахгиреевский, как и другие черкесские и абазинские аулы, был переименован из-за присутствия в их названиях фамилий княжеских и дворянских родов. В результате аул получил свое современное название – Апсуа. Переходим к третьему вопросу второго раунда. Абазинские женские головные уборы обычно бывают такой формы. У абхазов же такими традиционно были мужские головные уборы, жилье и предметы обихода, связанные с виноделием, а также крыши старинных абхазских домов. О какой форме идет речь? Минута пошла. Команда, время обсуждения завершилось. Принимаем ваши бланки. Комиссия будет обрабатывать информацию. Слово капитанам команд. Зеленый стол. Конус.
Красный стол, Конус. Белый стол. Конус. серый стол. Наш ответ конус. Спасибо капитанам за интересные версии. А правильный ответ нам поможет представить наш юный помощник Шамиль Агумава. Он является солистом детской хореографической студии Уарада. Шамиль принес нам предметы, которые проиллюстрируют правильный ответ. Итак, правильный ответ – конусообразная форма. Речь идет о конусообразной форме женских и мужских головных уборах, традиционной абхазской хижины и корзины для сбора винограда. По достижению совершеннолетия абазинской девушки надевали на голову шапку хылпа – золотая шапка, или разныхылпа – серебряная шапка. Шапки эти известных трех форм. Первая – цилиндрическая с конусообразным верхом, вторая – цилиндрическая с закругленным верхом, третья – в форме усеченного конуса. Башлык имеет также коническую форму. Раньше его носили под шапку. Традиционно он шьется из цельного полотнища, сложенного вдвое и выкроенного в форме конусообразного капюшона и двух длинных овально закругленных концов. Конусообразная плетеная корзина для сбора винограда амчыш. Свой путь от лозы до кувшина спелые душистые гроздья винограда начинают в плетеной корзине. Корзина эта имеет коническую форму с острым концом. Когда корзина наполняется, ее спускают на землю веревочным лифтом. Конусообразную форму имеет одно из традиционных абхазских плетеных жилищ – аквадж. В старину жилища именно такого типа были наиболее распространены в Абхазии. Они встречались всюду, но более всего в горных и предгорных районах. И мы продвигаемся дальше по перечню вопросов проекта Ярбан, Яба, Янба. Также без помех, как и корзина амцыш, полная спелым душистым виноградом акачеч. Внимание, четвертый вопрос второго раунда. Шанхай, Сингапур, Стамбул, Монреаль, Баку. Дополните представленный список еще одним городом, расположенным на Кавказе. Время пошло. Уважаемые игроки, время для обсуждения версии ответа подошло к концу. Наш юный Шамиль Агумава собирает ответы команд. Просим капитанов огласить ответы. Зеленый стол. Сочи. Красный стол. Сухум. Белый стол. Сочи. Серый стол. Сухум. Спасибо командам за версии ответов. А правильный ответ – Сочи. Итак, правильно на этот вопрос ответили команда зеленого и белого столов. Выше были представлены города, в которых проходят гонки Формула-1. С 2014 года Гран-при России проводится в городе Сочи на автодроме в Олимпийском парке. Интересно, что художник команды Ferrari для плаката к Гран-при в 2019 году использовал абхазское название Сочи Хача. Хотя оно и было написано немного с ошибкой. Но тем не менее, нам, как автохтонному народу этого региона, было приятно увидеть такой рекламный постер. Второй раунд завершился. Очки распределились следующим образом. Белые воротнички – 7 баллов. Когда Давид – 5 баллов. Агенты Тео – 5 баллов. Хьюстон – 6 баллов. Мы готовы начать третий раунд, но прежде есть обязательные слова благодарности, которые должны прозвучать в рамках этой программы. Команда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса благодарит Абхазскую государственную телерадиокомпанию в лице Ирины Шотовны Агрба и коллектив канала за истинное партнерство и активную поддержку проекта Ярбан, Яба, Янба.
Без такого профессионального партнера, заинтересованного в высоком результате, работа над проектом не была бы такой результативной. Мы начинаем третий раунд нашей игры, где вниманию игроков будут предложены интерактивные вопросы, построенные на национальной музыке. Желаем удачи игрокам! Итак, первый вопрос третьего раунда. Внимание, черный ящик. В старину в каждом военном отряде Абазов был человек с ней. Такие люди всегда шли впереди войска и побуждали идти вперед остальных. Что находится в черном ящике? Время пошло. Время вышло, команды передают бланки с ответами в комиссию по подсчету баллов. Уважаемые капитаны, предоставьте ваши версии ответов. Абхерца. Красный стол, Абхерца. Белый стол. Харца. серый стол. Абхерца. Спасибо командам за ваши ответы. Правильный ответ лежит в черном ящике. Итак, правильный ответ – Абхерца. Поздравляем все команды с победой! Абхерца – старинный национальный двухструнный смычковый инструмент, под аккомпанементом которого исполнялись историческо-героические, а также обрядовые песни и сказы. Исполнитель на абхерце называется абхерцавой, он же и певец, и поэт-импровизатор. Музыка у древних абхазов как средство поднятия боевого духа имела важное значение в военном обиходе. По преданию, в каждом отряде были абхерцисты, которые всегда возили инструменты с собой, привязав его к седлу. Во время похода впереди шедший воин играл на абхерце. Если его убивали, то следующий подхватывал инструмент. Этот факт нашел отражение в самом названии инструмента – абхерца. В буквальном переводе с абхазского значит «то, что побуждает идти вперед». В перерывах между воинами слагали песни, восхваляющие героев и обличающие трусов. До нас дошли песни о подлинно народных героях Пшкати Паманча, Напхакягуа, Джири Паданакай и другие, которые исполнялись под аккомпанементом абхерца. Интереснейший вопрос сейчас прозвучал. Как же многообразна традиционная музыкальная культура нашего народа? Ну и следующий вопрос также основан на музыкальном произведении. Внимание, второй вопрос третьего раунда. Прослушайте мелодию. Назовите обряд, совершаемый под эту народную абхазскую песню, и назовите предмет, который объединяет этот абхазский обряд с русской масленицей. Минута на обсуждение пошла. Команды, время, стоп. Ваши заполненные бланки ожидает счетная комиссия. А мы пока готовы заслушать ответы капитанов команд. Зеленый стол. Вызов дождя чучело. Красный стол. Вызов дождя, чучело. Белый стол. Чучело.
Серый стол. Цивава, вызов дождя и чучело. Спасибо за ваши ответы. Спасибо командам за версии, а правильный ответ звучит так. Древний абхазский обряд вызывания дождя и предмет кукла, чучело. Все команды ответили правильно, кроме белого стола. Согласно верованиям абхазов, любое природное явление, любая хозяйственная отрасль имеет своего покровителя. Так божеством дождя и воды считалась Диуауа. Во многих местностях Бзыбской и Абжуйской Абхазии в прежнее время во время засухи приводился обряд вызывания дождя. Сущность обряда заключается в следующем. Девушки и юноши делали большую куклу почти в рост человека, наряжая для этого в женское платье, лопату или палку с перекладиной. Куклу укрепляли на длинной шесте и несут на руках или везут на лошади. Участники шествия направляются к реке, причем обязательно пели песню Диуауа, употребляющую исключительно при этом обряде. С пением этой песни подходили к реке и погружали куклу в воду. При этом старались толкнуть и друг друга в реку. Таким образом, Диуауа оказывается и божеством воды, и названием куклы, и специальной, посвященной именно этому божеству песней. А то, что делает общим этот обряд с русской масленицей, это та самая кукла, переодетая в женское платье, которую молодежь также радостно с песнями и плясками водила по селу. Уважаемые игроки, следующий вопрос. Сейчас прозвучат аудио 3 народных инструментов. У вас будет 1 минута, чтобы определить название этих инструментов, сохраняя последовательность их воспроизведения. Вы должны определить название этих инструментов, сохраняя последовательность их воспроизведения. А животные почему? Итак, минута истекла. Игроки готовы предоставить бланки с ответами на этот музыкальный вопрос. Капитаны, вам слово. Зеленый стол. Ачарпын, Абхерца, Абык. Красный стол. Джарпан, Абхерца и Горн. Белый стол. Ачарпын, Абхарца, Абык. Серый стол. Аджарпын, Абхерца, Абык. Спасибо за ответы. Ответ на третий вопрос третьего раунда. 3 музыкальных инструмента. Просим Шамиля вынести в студию 3 инструмента. Как вы, конечно, уже поняли, Ачарпын, Абхерца, Абык. Верный ответ. Далее 3 команды. Зеленый, белый и серый стол. Поздравляем игроков. Шамилю спасибо. Ачарпын – это род продольной одноствольной флейты. Представляет собой полую трубку. Ачарпын изготавливают из стебля зонтичного растения, обычно из борщевика, который по-абхазски так и называется ачарпын. Отсюда и название инструмента. В горах вместо футляра инструмент вкладывают в ствол ружья. Ачарпын – это пастушья свирель, на которой исполняются мелодичные наигрыши, преимущественно связанные с пастушеским бытом. Так, например, пастухи в горах Абхазии специальной мелодией аосархуга, буквально с абхазского, то, чем овец заставляют кушать траву, созывали коз и овец на пастбище. Абхерца – старинный национальный двухструнный смычковый инструмент. По строению абхерца представляет собой деревянный лоткообразный корпус. В середине корпуса приклеена сосновая смола, о которой натирают волосы смычка. Абхерца изготавливают из деревьев лиственных пород – ольхи, инжира, клена, липы и других. Для струн используют конский волос. Абык – духовный инструмент. Сигнальный инструмент представляет собой рог из коры
лапины, мелкого ореха конической формы. Название получил благодаря своей конусообразной форме, благодаря его фанфарным звукам, которые разносятся далеко. С помощью этого инструмента объявляли военную тревогу, собирали общину на сход, созывали людей на полевые работы. Священнослужитель, жрец оповещал трубными звуками о предстоящем молении. Кроме того, жрец, дабы проклясть кого-то, тоже трубил в бык. Третий раунд завершен. Команды прошли ровно половину пути к финишу. Лидирует по результатам 3 раундов команда белого стола 9 баллов. Команды зеленого, красного, серого столов разделили по 8 баллов. Мы двигаемся далее по карте вопросов Ярбан, Яба, Янба. Готовы вступить в 4-й раунд, но перед его началом от лица команды Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса мы выражаем благодарность всем, кто оказал содействие в реализации этого непростого проекта. Абхазскому государственному музею, Государственному оркестру народных инструментов имени Утара Хунцария, Сухумскому государственному училищу культуры, рекламному агентству «Авантаж» и многим неравнодушным лицам, принявшим участие в решении организационных задач проекта. Конгресс искренне благодарит каждого, кому обратился за помощью и получил действенную помощь. Да, партнерство очень важно в работе над такими проектами, особенно если миссия организации в объединении и развитии братских отношений. Следующий раунд как нельзя ярко отражает суть работы Конгресса. Игрокам предстоит ответить на 5 видеовопросов, специально снятых и присланных от наших соотечественников из зарубежных диаспор Турции, Иордании, России, Сирии, Египта и Карачаево-Черкесии. Итак, первый вопрос прислан из Санкт-Петербурга государственным и общественным деятелем, вице-спикером парламента Карачаево-Черкесии, председателем Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Муссой Хабалевичем Игзековым. Вопрос звучит на абазинском языке. Позамедуги, обснаштай взазову, я хочу говорить Хамаб, аусбзи халаб. Добрый вечер, родные мои жители Апсна. Сегодня у нас радостный день, большое событие. Пусть вам сопутствует успех, счастья вам. Пусть в игре победят более подготовленные. Выражаю благодарность руководителю АГТРК Ирине Агрба, поддержавшей этот проект, и всему коллективу телерадиокомпании, который помог нам осуществить его. Теперь вопрос. В стихотворении известного абазинского поэта Керима Мхце «Осень» повествуется о птицах, летящих на юг, которым несутся вслед слова «Я остаюсь здесь, и здесь буду петь свою песню». Нет теплее края, чем холодная она. Несмотря на разные самоназвания у абхазов и абазин, она называется идентично, с разницей в одну букву. Назовите ее. Минута пошла. Уважаемые игроки, время вышло. Ваши бланки с ответами готовы к передаче в счетную комиссию. И мы просим капитанов ответить на вопрос Муссы Хабалевича. Зеленый стол. Апсны. Красный стол, ваш ответ. Абазия. Белый стол. Апсны, Абхазия. Серый стол, ваш ответ. Ачха.
Спасибо, капитаны. Итак, теперь правильный ответ. Абаза иқазнаги иқаду альвен псадгил акуп. Итак, ответ на этот вопрос. Главное слово для каждого абаза – Родина. К сожалению, на этот вопрос ни одна команда не ответила правильно. Речь идет о родине, название которой на абазинском «Псадгил», а на абхазском «Апсадгил». Образ воробья символизирует не только веру в лучшее будущее, но и верность своей холодной родине. Со всей определенностью эта мысль выражена в стихотворении «Осень», где с приходом осени птицы собираются в стаи и улетают на юг, а маленький воробушек с пожелтевшего дерева кричит им вслед: «Вы легко оставляете холоду край, который вывел вас на свет, и уноситесь в теплые края. Я же остаюсь здесь, и здесь буду петь свою песню. Нет теплее края, чем холодная моя родина». Предпочтение холодной родины всем иным теплым и экзотическим местам. Такая позиция не может не вызывать уважения. Но когда эту позицию выражает не какой-то представительный авторитетный образ, а неприметная малая птаха, впечатление усиливается многократно. Да, яркий образ стойкости и преданности создал Керем Махце. Наши участники тоже стойко держат курс на победу. Впереди еще 12 вопросов, и мы продолжаем. Вопрос прислан на проект из Иордании от доктора медицинских наук, доцента кафедры детской хирургии госпиталя имени королевы Рании Абдалла, полковника медицинской службы доктора Инала Абаза Гечпа. Внимание на экран. Приветствую Абхазию, Чебзия. Рад принять участие в интересном молодежном проекте. Чем больше мы будем знать об истории и этнографии нашего народа Абаза, тем крепче наши связи, где бы мы ни были, где бы мы ни жили. Моя профессия врач, я детский хирург. Живу и работаю в Иордании. И вопрос, который я задам, тоже из сферы медицины. Желаю вам удачи, а теперь, внимание, вопрос. Пытаясь ее умилостивить, абхазы обращались к ней как к золотой прекрасной Зосхан. С абазинского языка она переводится как украшающая кожу. Из-за массивности, которую она приобрела в Европе в средние века, появилась поговорка: «Немногие избегут ее и любви». Желаю вам удачи, крепкого кавказского, абхазского здоровья и до скорой встречи на родине. Успехов вам. Это был. Не может быть вполне Капитаны готовы озвучить ответы. Зеленый стол. У нас было два варианта: чума или оспа. Мы выбрали чуму. Красный стол. Наш вариант чума. Белый стол. Ваш ответ. Желтуха. Серый стол. Оспа. Спасибо капитанам. А теперь видео с правильным ответом. Ответ – оспа. Это был. Итак, верный ответ – оспа. И верный ответ дали команда за серым столом. Поздравляем. Большой страх сравнительно с другими
болезнями. В старину у абхазов вызывало заболевание оспой. Считается, что эта болезнь имеет своего божественного покровителя и лечится иначе, чем другие болезни. Повелителем оспы считается Зосхан. Судя по рассказам стариков, до выселения в Турцию абхазы почти совершенно не знали оспы. Занесли ее к ним псховцы и ахчепсховцы, когда в 1864 году выселились из родных гор в Турцию. С тех пор Заусхан или Ахи Заусхан, то есть Золотой Заусхан, сделался общепризнанным патроном оспы, а вместе с тем и распорядителем других болезней. При лечении оспы у абхазов и других народов Кавказа воспрещается употребление каких-либо лекарств. Этим можно лишь рассердить Зосхана и тем усилить болезнь. Вместо всякого лечения ублажают Зосхана, ставят для него угощения, даже для его лошади кладут солому. Затем собираются около больного, веселятся, играют на абхарца, танцуют, как бы радуясь прибытию дорогого гостя. Поют песнь Ахизусхану, прося его быть милостивым к больному. В комнате, где лежит больной оспой, воспрещается разводить огонь, а также вносить туда кипяченую воду. Около того дома, где лежит больной оспой, не позволяют стрелять. Наше следующее видео прислано Гехад Абазой, представительницей абхазо-абазинской диаспоры Египта. Внимание, черный ящик. В данный момент Гехад является аспиранткой Калифорнийского университета в городе Санта-Барбара по специальности антропология. Внимание на экран. Hello, Absini. My name is Gehad Abaza, and I'm talking to you today from Cairo, Egypt. В народных абхазских песнях внешний облик девушки зачастую рисуется с помощью устоявшихся выражений. Так, восхваляя девичью красоту, белизну ее кожи сравнивали с египетской белой бумагой, черные глаза с ежевикой, фигуру с серебряной цепью, а гибкость с абазинской ею. В произведении Михилакарба при ее участии между двумя наездниками случилась смертельная ссора. Что лежит в черном ящике? Время пошло. Минута закончилась. Наш юный помощник собирает бланки с ответами команд. Слово предоставляется капитанам. Зеленый стол, ваше слово. Плеть. Красный стол. Плеть. Белый стол. Плеть. Серый стол. Плеть. Спасибо за ваши ответы. А теперь, внимание, правильный ответ. В черном ящике лежит то, без чего ни один наш предок не обходился, садясь на своего скакуна. Плеть, а камчо. Поздравляем всех команд, вы ответили все правильно. Михилакарба, новелла «Гость». Я убил человека, его друзья погнались за мной, чтобы отомстить за него. За что же ты убил его? Он оскорбил меня, он хлестнул плетью моего коня на джигитовке. В абхазской фольклорной поэтике так описывался героический образ наездника. Тот, кто не садится на другого коня, кроме белого, чей конский цокот издает гром, чей звук плети извергает молнию, кто не берет в руки иной плети, кроме красной змеи, кто не входит ни в какую другую реку, кроме студенной, с тонкой талией, шелкоусы, желтый башлык со свисающей бахромой. Молва о нем долетала до мест, куда улетал ветер. В основе народных литературных оборотов лежит много символики. Но особое внимание в народной литературе уделялось, конечно же, девичьей красоте. Много поэтических оборотов и живописной символики. Кожа у тебя, что белая египетская бумага. У тебя разум соколиный. Ты точно изображаешь облик пролетающей птицы. Ты гибка, как абазинская плеть, сложена, как серебряная цепь.
Для абхазов имело большое значение внешнее сложение девушки. Ее стан сравнивали с чинаром, бамбуком, ее кожу с египетской белой бумагой. В соответствии с народным идеалом женская красота должна была отвечать следующим требованиям. Ноги стройные, талия тонкая, чтобы можно было продеть кольцо. Шея, как стакан, нарядная, спина прямая, персты нежные, волосы, чтобы волной не спадали на спину. Чертами, дополнявшими женскую красоту, считались ее улыбка, взгляд и походка. Кого только не очаровывала красота абхазских девушек и в старину, и в новое время. Однако следует заметить, что абхазы почитали в женщине не только внешние качества. Высоко ценилась гармония изящного облика, женской мудрости и тонкого ума. И мы знаем много таких примеров сочетания этих качеств в прекрасных представительницах нашего народа, которые оставили большое и светлое наследие после себя. И следующее видео прислано из Турецкой Республики нашим соотечественникам, главой регионального отделения ВААК в Турции и экс-председателем Федерации абхазских культурных центров в Турции большим меценатом Ахметом Хапат. Вопрос прозвучит на абхазском языке. Внимание на экран. Апсна зеге абзира шамас фашасхойд. Дара сайгургой, а конгресса чаррзе, абре авиза и шахуа турхт этнография это проект ахапшнагаз. Аба зажар турх абу, уи интерхцана яхдыр вазароб, чит сиглу би параква ирмахталар цезе. Агураганы сыкоп, абрия студентчи и ту очарчи, ишткакачва псынра пхака изго шраку. Ахчара кошейгыз шуйдзиге, сара сазцараге абасиго. Внимание, вопрос. В абхазском языке его обозначают словом тюркского происхождения. В абазинском же языке сохранившееся название четко отражает самые ранние его образцы. Похожее на абазинскую форму наименование имеет и один из северо-черноморских топонимов. По мнению академика Марра, это название напрямую связано с историческими границами Абхазского царства. Время пошло. А что исчезало? Какое животное? Чтобы не плыли. Уважаемые игроки, обсуждение завершено. Передаем бланки в комиссию по подсчету. Просим. Угу. Капитаны команд, ваша версия ответа. Зеленый стол. Анапа. Красный стол. У нас нет ответа. Белый стол, ваш ответ. Тамга. Серый стол. Анапа. Наш. Итак, Хаждар Рыргу Зладу Абирак. Анапа. Интересные версии у вас команды, но ответ звучит так. Шамиль, просим в студию. Предметом гордости народа Абаза – флаг. На абазинском – Анып, на абхазском – Абирак. И, к сожалению, ни одна команда не дала правильный ответ. Самые ранние из известных изображений абхазских знамен можно увидеть на культовом камне, найденном на горе Гуараб в верховьях бассейна реки Кадор. Позднее изображение руки станет одним из наиболее часто встречающихся символов
на исторических знаменах народа Абаза. При этом в абхазском языке флаг обозначается заимствованным тюркским словом «абирак», а в абазинском используется слово «анык», имеющее два равнозначных значения – «рука» и «флаг». Надо сказать о том, что этот термин «анык» сохранился по сей день и в кабардинском языке. Следующий вопрос прислан из Сирийско-Арабской Республики, нашей соотечественницей, замечательной стойкой женщиной Жансет Казанба. Жансет – супруга генерала Уалида Маршан, героически погибшего в боях против международного терроризма за свободу Сирии. Уалид Маршан был военным и общественным деятелем Сирийской Арабской Республики, являлся заместителем руководителя службы безопасности Сирии. Много помогал абхазам во время Отечественной войны народа Абхазия. В мирное время внес весомый вклад в признание Абхазии Сирийской Республикой. В этой войне семья Маршан понесла много потерь. Жансет оплакала двоих сыновей. Анзора, ему было 27 лет, и Аслана, ему было 17 лет. Светлая память героям, нашим братьям по крови. Сегодня Жансет Казанба занимается широкой общественной деятельностью, является руководителем фонда памяти погибших в военных действиях в Сирийской Арабской Республике. По просьбе Конгресса Жансет Казанба записала видео-вопрос для нашего проекта. Вопрос звучит на арабском языке. Выводим видео на экран. بالبداية شكرا لدعوتكم لإلي لحتى أشارك بهذا المؤتمر. Приветствую Абхазию, наша прекрасная историческая родина, наши братья и сестры, молодежь, присутствующая в студии. Всем горячий привет из Сирийской Республики. Меня пригласил Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс принять участие и представить сирийскую диаспору Абаза. Спасибо Конгрессу, что пригласили на этот проект о истории, о самом главном, о наших общих исторических корнях. Очень важно, чтобы такие проекты объединяли нас с вами и объединяли молодежь вокруг темы Абаза. Я желаю удачи игрокам, а теперь, внимание, вопрос. По словам этнологов, обычай приглашать их на свадьбу пришел на Кавказ из Древнего Рима. Только раньше на свадьбах их было на порядок больше. А нужны они были для того, чтобы сбить с толку злых духов и уберечь жениха с невестой. Назовите их. Команды, время пошло. Команды, время стоп. Наш юный помощник собирает бланки с ответами команд. Просим Шамиля собрать бланки. Команды могут дать свои ответы. Подруги и дружки. Мы имеем в виду со стороны вот на свадьбе. Угу. Красный стол. Подружки невесты. Друзья жениха и подружки невесты. Серый стол. Музыканты. Угу. Можно будет уточнить ответ красного стола еще раз? Подружки невесты. Угу, хорошо. И друзья. Друзья жениха и невесты присутствовали на свадебном торжестве в качестве друга жениха и подруги невесты. Эта традиция пришла к нам из глубокой старины, из Древнего Рима. Только в те времена их было не двое, как сейчас, а по 10 человек с каждой из сторон. Подружки невесты одевались так же, как невеста, и дружки жениха, соответственно, одеты были как жених. Делалось для того, чтобы сбить с толку злых духов и отвести порчу от новобрачных. На эту же цель был направлен и обычай стрельбы из оружия, скрещивания кинжалов над головой невесты при вводе в домик для новобрачных – амхара.
И чтобы тщательно уберечь невесту от сглаза, был обычай. Закрывали ей лицо черной косынкой. Итак, правильный ответ дала команда зеленого стола. Поздравляем! А мы завершаем 4-й раунд. По итогам 4-го раунда у белого, серого и зеленого столов по 10 баллов. У красного стола 9 баллов. А мы продолжаем. Вопросы 4-го раунда позади. Нас ждет 5-й раунд, построенный на фольклорном материале. Проверим игроков на знание мифологии, народных пословиц и поговорок. Итак, начинаем игру 5-го раунда. Внимание, вопрос. Абхазская пословица сравнивает человека, потерявшего родину, с неким животным, но без них. В абазинских народных преданиях у волшебных существ дубурбулей они были для того, чтобы не привлечь лишнего внимания, но в нужный момент появлялись, а потом снова исчезали. Назовите их. Время пошло. С помощью льда образовавшийся, то есть образовался враг был. Уважаемые игроки, время обсуждения подошло к концу. Просим сдать комиссии бланки. Капитаны, просим вас озвучить коллективное мнение ваших команд. Крылья. Угу. Красный стол, ваш ответ. Крылья. Угу. Белый стол. Крылья. Серый стол, ваш ответ. Крылья. Итак, правильный ответ – крылья. Поздравляем все команды. Абхазская пословица гласит: «Человек, потерявший родину, как птица без крыльев». Она вошла в сборник Олега Шамба «Абхазские пословицы», собранный автором в исследовательской поездке в Турцию, где он встречался со многими представителями нашей диаспоры, в том числе с такими широко известными, как Умар Бейгуа и Архан Шамба. Эта книга объединила 800 пословиц, впервые введенных в оборот. А вот образное сравнение с дурдулями, персонажами из абазинского сказания, как Какупщ Какана убил Хададжиду, Хададжида на абазинском нечисть. Выращивал он чудесных крылатых коней, что не удавалось никому. Такие кони назывались дурдулями. Крылья выходили у них из боков, а потом снова убирались. Образ крылатого коня из абазинского сказания, безусловно, перекликается и со сказочным скакуном Арашем из нардского эпоса, который обладает необыкновенной физической силой. На нем можно передвигаться не только по земле, но и под землей и в небесах. Переходим ко второму вопросу 5-го раунда. Согласно абазинской загадке, он в огне не горит, в воде не тонет. С помощью образовавшегося его и своей смекалки герою нардского эпоса Сосруква удалось победить одного из неизменных врагов нардов. Минута пошла. С помощью образовавшегося его. Так же было сказано? Ничего же. В огне? В огне не горит, в воде не тонет. Смекалки. Уважаемые игроки, время истекло. Просим заполнить бланки ответов и передать в счетную комиссию. Просим озвучить версии своей команды. Пепел. Угу. Красный стол. Ответа нет. Пропускаем. Белый стол. Сено. Серый стол, ваш ответ? Наш ответ — лед. Спасибо, капитаны. Ну а теперь правильный ответ. И это лед. И его дали команда серого стола. Нардские сказания. Цитата из стиха «Подвиг Нартакуна». Стоит великан во льду, одна голова торчит над гладкой ледяной поверхностью. А когда захотел он выбраться, то уже не смог. Пытался было взломать лед, но напрасно.
Пытался было уговорить Сосрука, чтобы тот помог ему, но все напрасно. Видит великан, грозит ему погибель. «Эх, проклятый, — говорит великан Нарту, — наверное, ты и есть Сосрука, ибо обхитрил ты меня, вокруг пальца обвел». Мы прошли 19 вопросов из 25. Финал уже близко. Игроки заметно волнуются. Ну, конечно, ведь на кону звание первого победителя турнира Ярбан-Яба-Янба, организованного Всемирным Абхазо-Абазинским конгрессом. Ну и статусный приз авторской работы и поездка на международный турнир «Что, где, когда». Итак, внимание, вопрос номер 3 5-го раунда. Черный ящик выносится в студию. Абазинская пословица гласит: когда волк уносит овцу, он на это не смотрит. Назовите это словом тюркского происхождения. Минута пошла. Тогда, значит, наверное, второе. Время вышло, команды сдают бланки с версиями ответов, а капитанов команд просим ваши ответы. Зеленый стол. Тавро или танго? Тавро, ну, у нас танго называется. Спасибо за ответ. Красный стол. У нас нет ответа. Белый стол. У нас нет ответа. Белый стол пропускаем. Серый стол, ваш ответ. Бурдюк. Спасибо за ваши ответы. Ну, а в этом вопросе правильный ответ – тамга. Спасибо за ваши ответы. Правильный ответ дала команда зеленого стола. Аплодисменты. Слово «тамга» тюркского происхождения, и оно имеет несколько значений. Тавра, клеймо, печать. Общепринято было наносить их на знак родовой или племенной принадлежности, на дом или скот. Как у абазин, так и у абхазов тамги были самой разнообразной формы – круг, крест, звезда или полумесяц. В книге историка Руслана Гожба «Талцапал. Тамги абхазов, абазинов и убыхов» рассказывается о трагической судьбе этих народов, изгнанных 150 лет назад из Кадорского ущелья, которое опустело, к сожалению, почти полностью. В издании собраны изображения более 1000 тамг, родовых знаков абхазов, абазин и убыхов. И такой объем материалов опубликован впервые. Аслан, у нас действительно замечательные команды, потому как растет счет в нашем турнире. Можно судить о том, насколько команды погружены в этнографический материал проекта. Ну, а сейчас 20-й вопрос из серии Ярбан-Яба-Янба. В абхазской космогонии самую яркую звезду этого созвездия называют Ашва-Иятра, звездой Абазина. Этимология названия берет начало в одной из абхазских легенд. Вспомните легенду и через 1 минуту назовите созвездие и его главную звезду. Время пошло. Уважаемые игроки, время вышло, бланки с ответами передаются комиссии. Ну а нам интересно услышать версии команд. Возможно, это большая медведица. Спасибо за ответ. Красный стол. Сириус, созвездие Большого Пса. Спасибо. Белый стол, ваш ответ. Шерпыца, хупыча, малая медведица. Спасибо. Серый стол, ваш ответ. Созвездие малой медведицы и Холпиетра. Спасибо за ваши ответы. Ну а в этом вопросе победу одержала команда Красного стола.
Сириус зажигается ночью, и ночной путник порой путает ее с утренней звездой. Согласно абхазской легенде, один абазин гостил у своих родственников в Абхазии и, возвращаясь к себе домой, решил переночевать в горах, чтобы встать с утренней звездой Шарпно и перейти через перевал. Проснувшись ночью, он увидел яркий полуночный Сириус и принял его за утреннюю звезду. Быстро встав, абазин пошел к перевалу, думая, что скоро рассветет. Но путеводная звезда потерялась среди других звезд, и путнику пришлось продолжать опасный путь в кромешной тьме. Недолго шел абазин, ибо сорвался в темноте со скалы и погиб. С тех пор эту полуночную звезду называют звездой абазина. Легенда записана со слов Нестора Канжария в селе Калдахара в 1975 году. На этой ноте мы завершаем 5-й раунд. У серого и зеленого столов по 12 баллов. У белого и красного столов по 11 баллов. А мы продолжаем и переходим в 6-й раунд. Этот раунд построен на вопросах этнографии, о старинных обычаях и традициях абазин и абхазов. Начнем этот раунд с вопросов, специально присланных для проекта Ярбан Яба Янба Марьяной Кармовой, нашей сестрой из Абазашта. Марьяна Ризовна работает преподавателем финансового университета при правительстве Российской Федерации и является администратором паблика Абаза History. Внимание, вопрос! Исторически у народа Абаза существовали многофункциональные предметы, с которыми были связаны не одна, а многие традиции. Назовите атрибут, использовавшийся помимо основной своей функциональной нагрузки, в том числе даже в качестве передачи информации без использования слов, при помощи которого можно было невербально изъяснять следующее. Не надо спешить, давайте подумаем. Я устал от ненужных и пустых слов. Дело сделано, решение принято, можно уходить. Внимание, вопрос. Назовите этот атрибут на абхазском языке. Время пошло. Команды, время обсуждения подошло к концу. Традиционно сдаем бланки с вашими ответами комиссии. И передаем слово капитанам команд. Зеленый стол. Алабаща. Спасибо за ответ. Красный стол. Алабаща. Белый стол, ваш ответ. Акама. Серый стол. Алабаща. На этот вопрос правильно ответили команда за зеленым столом, красным столом и серым столом. Спасибо. Команды, принимайте поздравления. Алабаща – это посох, выполнявший помимо других функций важную роль на переговорах, который был общепризнанным средством невербального общения как у абазин, так и у абхазов, и пользовался, например, в переговорах по примирению враждующих сторон. Алабаща помогала главам делегаций сторон без слов донести информацию о своем настрое. От того, как старейшина втыкал алабащу в землю, присутствующие понимали его намерения и улавливали, как дальше пойдут переговоры. Если это делалось тихо, спокойно, то значило «не надо спешить, давайте подумаем». Если острие алабащи отклонялось вбок, «я устал от пустых слов». И такой жест стимулировал противоположную сторону ускорить решение вопроса. Если при обсуждении сложной ситуации руководитель делегации подпирал свое тело алабащей, например, ставя ее в подмышку или кладя голову на руки, которые покоились на навершии алабащи, это означало «мне тяжело». Это острая ситуация, требуя общего внимания и усилия. Такая поза служила также молчаливым упреком своим, которые неактивно участвуют в переговорах. Перекос алабащи рукоятью в свою сторону означал «я просто устал». Рукоятью в сторону выхода – знак товарища. Дело сделано, можно уходить. Алабаща широко применялась в жизни горца. Например, использовалась в традиции охотничества, как подборка для ружья и даже как боевое снаряжение.
Интересно, сколько сейчас в наших деревнях старейшин все еще держат алабаща и пользуются этим невербальным языком общения. Все-таки хочется верить, что этот язык не исчезнет бесследно. Ну а мы продвигаемся дальше по карте вопросов проекта Ярбан, Яба, Янба. На кону 22-й вопрос. Внимание, вопрос. В старину ваабазашта это преподносилось особым гостям на свадьбе, а также это ваабазашта и сегодня используют во время проведения обряда первого шага ребенка. Но вместе с тем это присутствует и на поминках. Однако в Абхазии это используется только как поминальный атрибут. Назовите это на абхазском языке. Минута пошла. Как логику, то он не смотрит на это. Итак, минута истекла. Ваши бланки будут переданы в счетную комиссию. Просим передавать бланки Шамилю. Капитаны, ждем ваш ответ. Ответ ампахше. Угу. Спасибо за ответ. Красный стол, ваш ответ. Ахалва. Спасибо за ответ. Ахалва. Серый стол, ваш ответ. Наш ответ вообще. Спасибо. Спасибо капитанам. Из предложенных командами вариантов у нас есть верный ответ. Но прежде хочу сказать о том, что этот вопрос, а вернее ответ на него особенный. То, что было предметом вопроса и скрывалось за кодовым словом, сейчас будет внесено в студию. Вот это тот самый особенный атрибут на свадьбах, традиционных абазинских и абхазских обрядах. Сладкое блюдо ахалва, на абазинском хелва-хилпа. И мы сердечно благодарим Нателлу Джамакулову, координатор женских советов абазинских населенных пунктов при АНО Алашара, за то, что эта красивая, ароматная, традиционная хилуа-хилпа была специально приготовлена в Абазашта в Карачаево-Черкесии и доставлена к нам в Абхазию в студию АГТРК на проект Ярбан, Яба, Янба. Нателла, благодарим тебя и передаем привет всем твоим коллегам, нашим братьям в организации Алашара. Аслан, а ты видишь, какая красавица в традиционно национальном абазинском костюме внесла нам эту потрясающую халиуа хилпа? Да, Аманда, эта девушка, ее традиционный абазинский костюм настолько эстетично и художественно украсил наш проект, что хочется сказать слова из старинной песни. Ты точно изображаешь облик пролетающей птицы. Ты гибка, как абазинская плеть, сложена, как серебряная цепь. Да, впечатляющая работа мастеров, и мы хотим выразить благодарность руководителю проекта «Этнический театр Мода Псны» Диане Ионовой за предоставленную возможность анонсировать в рамках Ярбан, Яба, Янба новую коллекцию реконструированных абазинских женских костюмов, воссозданных в рамках проекта. Спасибо, Диана, потрясающая работа. Аманда, но мы не должны забыть озвучить аннотацию к ответу. В старину в Абазашта существовал обычай: в дни свадебного торжества кто-нибудь из прослышавших о радостном событии садился на коня, въезжал во двор, где проходила свадьба, и верхом на коне въезжал в дом празднующего семейства.
Шутками и здравицами Лавкач радовал гостей и требовал подарка от хозяев праздника. В знак благодарности за особое внимание и мастерство наездника одаривали халуа хылпа. Традиционно оно является обрядовым блюдом и обычно его готовят к свадьбе. Также присутствует как подношение при проведении обряда первого шага ребенка. Вместе с тем, халуа хылпа или ахалуа в Абазашта, как и в Абхазии, это атрибут и поминального застолья. Для свадебных торжеств само блюдо оформлялось в форме невысокого конуса, на верхушку которого обязательно сажали небольшой шар. Так вот, этот шар и имел главное предназначение. За столом можно, да и нужно было есть халву, отрезая кусочки от конуса. Но шар на его макушке никто не трогал. К концу вечера тамада брал в руки шарик с макушки халвы шапки и обращался к сидящим за столом со словами о том, что все попробовали сладкое блюдо, а вот главную часть он дарит самой красивой, умной и скромной девушке на вечере. С тем, чтобы в будущем, когда ей будет удобно, она приготовила еще одну халуа хылпа, накрыла стол и пригласила к себе всех присутствующих. Красивые бычьи, Аслан. Хотелось бы присутствовать на таком застолье, но это в будущем. А сейчас мы вплотную подошли к финалу игры. Нам осталось отыграть 3 вопроса. Итак, вопрос номер 23. В числе предметов, связанных с комплексом обрядов поминального цикла абхазов, особое внимание привлекают ритуальные древовидные предметы. Использованию этих предметов отводилось важное значение. Они имели повсеместное распространение в Абхазии и ценились в народе очень высоко. Этот предмет приравнивали к цене жертвенного быка. Однако в современности данный традиционный предмет утратил свое применение. ВАК возрождает традицию использования этого предмета в памятных мероприятиях, посвященных жертвам русско-кавказской войны и насильственно переселенным народов Кавказа. Назовите этот предмет на абхазском языке. Минута пошла. Да. Я знаю, что это. Да, оно, кстати, плетется специально, это делается девушки-мальчики, Валера и Дина, я не делаю. Мне не главное это делать. Они делали вот на 21 мая. Время обсуждения истекло. Команды готовы сдать бланки с ответами. Просим капитана озвучить варианты ответов. Зеленый стол. Нам было немножко сложно. Мы помним, что это называется щамака. Большая такая свеча поминальная. Спасибо. Красный стол. Ашамака. Белый стол. Ваш ответ? Кама, кинжал. Спасибо. И Табуб. Серый стол. Нет ответа. Спасибо игрокам за ответы. Правильно на этот вопрос ответили 2 команды. Команда зеленого стола и красного. Спасибо командам за ответы. В этнографическом труде Елены Мали и Андреева «Свечи» в поминальном обрядности абхазов так рассказывается о свече Ашамака. Ашамака изготавливались близкими родственницами умершего, дочерью, сестрой, племянницей, тетей и родней с материнской стороны. Высота свечи варьируется от 70 сантиметров до 2 метров. Наше внимание привлекает то, что крупный рогатый скот также по-абхазски называется ашамака, что сопоставляет свечу с приводимыми на поминки для заклания животными из-за того, что выполнение ее требовало очень много времени и большого мастерства. По некоторым записям древовидная свеча приравнивалась к цене быка. Возжигание этой свечи ассоциировалось в народе с представлением освещения пути в потусторонний мир.
Ащамака представляет собой составной ствол, оплетенный тонкими шнурами. Свеча устанавливалась на подставке трехножки. Раскидистый верх свечи был увешан сладостями, фруктами и орехами, а на верхушке посажена птичка из воска. Описание свечи не оставляет сомнения в том, что ащамака – это символ древа жизни. Интересный нюанс: древообразной свечи ащамака по способу изготовления, по форме и величине не имеют аналогов и не встречаются ни у одного из близкородственных народов Кавказа. На кону 24-й вопрос, очень интересный и необычный. Наш юный помощник раздаст командам наглядное пособие, а мы продолжим. Просим Шамиля в нашу студию. Внимание, вопрос. По словам представителей фамилии Аубла, в их роду существовал древний обряд, по которому детям мужского пола до 3-летнего возраста не разрешалось делать это. Так же, как и сестра 100 богатырей нартов, красавица Гунда не делала этого до того, как ее уговорили на это заловки. В качестве подсказки мы предлагаем внимательно изучить розданную вам репродукцию картины, написанную русским художником князем Григорием Гагариным в 1841 году. На полотне изображены представители абхазской аристократии, в том числе и молодой Аубла Али Ахмед. Хорошо ознакомьтесь с нюансами данной картины и ответьте на вопрос. Чего нельзя было делать мальчикам рода Аубла и чего долгое время не делала золотоглазая Гунда? Команды, время пошло. Ну, скорее внимательно посмотрите. Мужской, женский. Надо внимательно знакомиться с Да, почему под деревом? До 3 отлично. Я думаю, что именно как в суевериях, а кто-то не может. Уважаемые игроки, время обсуждения вышло. Просим сдать комиссии бланки с ответами. Капитаны, вы готовы озвучить мнение команды? Зеленый стол. Да. А носить оружие. Красный стол, ваш ответ. Ступать на землю, ходить по земле. Спасибо. Белый стол. Ступать на землю. Серый стол, ваш ответ. Наш ответ — стричь волосы. Спасибо командам за версии ответов. Опять же, радует, что есть и правильный ответ. Итак, правильный ответ на 24-й вопрос. Мальчикам рода Аубла и героине нартского эпоса «Золотоглазой Гунде» нельзя было стоять на земле и ходить по земле. Нарты горячо любили сестру свою, воспитывали с большим старанием и берегли ее. Жила она в Хрустальной башне. Ноги ее никогда не касались земли. Все, чего бы ни пожелала Гунда, подавалось прямо в руки и без промедления. Гунда прекрасная, мы знаем, братья запрещают тебе ступать на землю, но мы, твои заловки, очень хотели бы пообедать с тобой. Если бы явилась ты к нам, то нам показалось бы, что мы владеем целым светом. Гунда колебалась, она боялась оставить Хрустальную башню и тем самым нарушить запрет братьев. Но ей хотелось походить по земле, и она согласилась, и сошла Гунда с башни, заняла место среди заловок. А вот цитата из труда Миры Константиновны Хатилашвили и Налыпа к истории рода сочинских князей Аубла. Так повествуется об этом древнем обычае. О странном обряде рассказал в 1990 году представитель этого рода, абхаз из потомков махаджиров Садзов, Аубла, Икмет и Шферипа. Позже тот же сюжет был записан и от Аубла Зосхана. По их словам, детям мужского пола их рода до 3-летнего возраста не разрешается соприкасаться с землей. Все это время их носят на руках. По исполнению ребенка 3 лет в центре двора на земле расстилают козью шкуру и ставят на нее босоногого мальчика.
При этом читают специальную молитву. Пока этот мальчик будет ходить по земле, пусть от него будет отвращена всякая порча, и чтоб была ему ниспослана благодать, любить и быть любимым среди своего народа, чтобы он был достойным всяческого уважения, а Бог пусть относится к нему с любовью. Пусть он будет красивым, хорошим, и чтобы в народе пользовался славой. Заметьте, на групповом портрете абхазской знати все стоят на земле, с исключением одного князя Али Ахмедбея Аубла. Он стоит на мощном корневом ответвлении гигантского священного дуба Садзов под названием Лияш-Вныха. Этот дуб находился во владениях общества Арыда на берегу моря в 400 метрах к западу от Мзымта на территории современного Адлера. Под ним джигиты по традиции отправляли религиозные праздники, собирались на военные совещания и вершили суд. Настал момент последнего вопроса проекта. То, какой из команд отойдет этот финальный балл, зависит судьба приза. Хотим напомнить, уважаемые телезрители, какой приз будет вручен сегодня команде победительницы. Призы турнира созданы по авторскому дизайну переходящий кубок Ярбан Яба Янба и сертификат на участие в международном первенстве «Что, где, когда», готовящемся к проведению в Российской Федерации. Не менее приятный подарок ждет и другие 3 команды-участниц. Для них будет организована коллективная тематическая поездка в недавно открывшийся в Абхазии этнографический парк. Желаем удачи командам и пусть победит сильнейший. Внимание, вопрос. В 19 веке у абазин община, нанявшая его на определенный срок, обязывалась не только построить ему дом на время нахождения в общине, но и выделять ему землю и освобождала его на период найма от всех хозяйственных занятий. Основные составляющие его деятельности у абхазов имеют общее название «ахнышна» – 3 руки. В научном труде Владислава Григорьевича Арзенбах указывается, что нардские тексты поясняют, что ахнышна – это его части тела. Назовите его. Минута пошла. Да. Нет, вообще это профессия деятельности. Типа, если был определенного нанимания. Да, но потом тут уже отсылка пошла к что-то говорит, сборная Франции чемпион. Нет. Да, но потом тут уже отсылка пошла к Время стоп! Игроки готовы предоставить бланки с ответами. Бланки лежат у них на столах. Угу. Шамиль, спасибо. Капитаны, вам слово. Зеленый стол. Кузнец. Красный стол, ваш ответ. Кузнец. Угу. Белый стол. Кузнец. Серый стол, ваш ответ. Кузнец. Спасибо капитанам за версии ответа. Аслан, озвучь судьбоносное для команд слово. Ответ на последний вопрос последнего раунда – кузнец. И на этот вопрос все команды ответили правильно. Браво! Да, команда-победитель уже, скорее всего, радуется, но мы ждем официальных данных от счетной комиссии. И пока идет эта работа, предлагаем аннотацию к ответу последнего вопроса. Владислав Григорьевич Арзенбах в своем труде к истории культа железа и кузнечного ремесла пишет: «Кузня – это не только мастерская, в которой изготавливают орудия труда. Она почитается как священное место, где присягают, приносят жертвы божеству Шашвы Абжныха, дают обеты и молятся. Священными являются и важнейшие инструменты, используемые в кузне. Это наковальня, клещи и молот.
Они именуются Ахнышна, 3 руки. Все 3 руки кузни неприкосновенны для посторонних лиц. Они передаются по наследству от отца к сыну. Нардские тексты поясняют, что Ахнышна – это части тела кузнеца. Правая рука – молот, левая – клещи, левое колено или оба колена – наковальня. Цитата из песни о том, как появился на свет герой Сосрыква. «Пока не позовешь Айнара кузнеца, от камня не отделить тебе лица. Ступай на запад и на восток. Айнара кузнеца повсюду ищи. У этого кузнеца правая рука молоток, у этого кузнеца левая рука клещи. Коленки у него наковальнями, а сила у него небывалая». Победителем первой игры проекта Ярбан, Яба, Янба является команда Красного стола Хьюстон. Итак, мы готовы к церемонии награждения. Для вручения призов проекта Ярбан, Яба, Янба приглашаются исполнительный секретарь Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Инар Гицба и руководитель женских советов Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Гета Ардзенба. Хатырыску Ахмаруйца, Хатырыску телехопшца Яхя, имя пысит. Рабхепи Ахмара проект Ярбан Яба Янба Хака Иртагдзаны. Хабхепа Яю Ашук Сазыхан, Карачай Черкесск, Москванпи, Игирта Тулак Раконпи, а команда по Арахьяхзаот. И табу идут за незыги, яй за команда Ирыдыс Нахалот, Уябха Акчара Коро Анча Айцат. Дорогие друзья, участники команд, уважаемые телезрители, сегодня состоялась первая игра очень важного проекта в рамках деятельности Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В первую очередь я поздравляю нашу команду с успешным стартом и запуском этнографического интеллектуального проекта Ярбан, Яба, Янба. Отдельное спасибо нашему локомотиву, нашему руководителю, председателю Высшего совета Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Мусе Хабалевичу Экзекову за доверие, за уверенность в результате и успехе наших начинаний. И сейчас, наверное, самый лучший момент для того, чтобы выразить искреннюю благодарность руководству и сотрудникам канала АГТРК за истинное партнерство, проявленное в процессе подготовки этого телевизионного шоу. Ирина Шотовна, вам спасибо за содействие и за вашу поддержку. Но самое главное поздравление мы адресуем, конечно же, игрокам команд интеллектуального клуба «Дюна» за то, что преодолели все барьеры, вышли за рамки привычного и сделали вместе с нами это телевизионное шоу. Наша совместная команда проекта планомерно шла к сегодняшнему дню. Мы много работали и очень довольны результатами игры. Надеемся, что проект полюбится телезрителям канала и они будут ждать следующих эфиров. Ну а прямо сейчас мы готовы перейти к церемонии награждения. Приглашаем капитанов команд для вручения дипломов участника проекта. Дипломом за участие в игре Ярбан, Яба, Янба награждается команда «Белые воротнички». Поздравляю. Успехов. Дипломом за участие в игре Ярбан, Яба, Янба награждается команда «Агенты Тео». Поздравляю. Дипломом за участие в игре Ярбан, Яба, Янба награждается команда «Когда Давид». Поздравляю. Дипломом за участие в игре Ярбан, Яба, Янба награждается команда «Хьюстон». Тот самый момент, когда мы готовы чествовать победителя. Команда, выигравшая первую игру интеллектуального шоу Ярбан, Яба, Янба. Команда «Хьюстон». Приглашаем капитана команды Саида Тыркба для вручения переходящего кубка и сертификата победителя.
Саид, наши поздравления, дальнейших успехов и побед. Саид Удус Михалот.